Итак, это у нас вторая часть нашего урока по основам органической химии. Как вы помните, в прошлом уроке мы говорили об наших функциональных группах: алканы, алкены, альдегиды, кетоны и так далее. Мы также упомянули, чем отличаются эти функциональные группы, рассказали о их различиях в наименовании, в номенклатуре. Сегодня мы поговорим побольше о структуре самих органических веществ и о таком понятии, как изомеры. Что они себя представляют, какие имеются изомеры, типы. И давайте начнем. Начнем мы с формул строения наших органических веществ. Формула строения или структурная формула описывает порядок соединения атомов в молекуле, то есть ее химическое строение. Химические связи в структурной формуле изображаются черточками. То есть, допустим, когда мы говорим об одинарной связи, мы изображаем нашу связь в виде черточки между двумя углеродами. Связь между водородом и другими атомами обычно не указывается. Допустим, если вот мы покажем наш этан, мы видим то, что мы указываем связь между двумя углеродами, но не указываем связи между углеродом и водородом, допустим. Если говорить, допустим, о бутане, можем показать его в двух разных структурных формулах. Так, вот для начала бутан у нас стоит запомнить, что у нас имеет 4 углерода, имеет формулу С4H10. Вот, и будет иметь у нас две структурные формулы. Его сокращенная структурная формула будет выглядеть следующим образом. Первый углерод, второй углерод будет соединен с двумя водородами. Еще один углерод и вот четвертый. Вот это у нас сокращенная структурная формула. И второй тип формулы — это у нас полная структурная формула. В этом случае уже будут указаны все соединения, то есть и между углеродами, и между водородами, и между углеродами с водородами. То есть в случае бутана это будет изображено следующим образом. Уже связь между двумя углеродами. Также мы показываем все водороды. И таким вот образом мы можем показать полную структурную формулу для нашего бутана. Кроме того, часто используется еще более краткая запись формулы, когда не изображают не только связи между углеродом и водородом, но и символы атомов углерода и водорода в целом. Например, строение бензола, который имеет формулу С6H6. Я вот рассказывал о нем в качестве примера нашей ароматической функциональной группы. Имеет следующую структуру. Имеет у нас циклическую структуру с 3 связями. И, как я показывал ранее, можем изобразить бензол следующей формулой, сокращенной структурной формулой. И в этом случае чуть более развернутая формула выглядела бы следующим образом. В этом случае каждый углерод имеет по соседству, скажем так, только один водород. И вот для упрощения вот такой вот в сокращенном виде можем указать наш бензол. И, в принципе, все другие органические вещества, допустим, если говорить о бутане, да, который у нас выглядел CH3, CH2, CH2, CH3, можем указать каждый углерод в виде угла, а соединение в виде черточки. То есть, допустим, вот мы начинаем с одной точки, это будет первый углерод. Далее двигаемся, указываем связь
дальше второй углерод, еще одна связь, третий углерод. Вот. И вот такой вот зигзаг у нас будет означать бутан, будет изображать бутан. В этом случае также мы не указываем связи с водородами и воображаем, представляем, что на каждый водород представляется определенное количество водорода. То есть для крайних это у нас 3 водорода, а для вот внутренних это уже по 2 водорода. Допустим, если это у нас был бы бутен с двойной связью вот посередине, да, тогда это у нас был бы уже CH и CH тут, то его мы указали следующим образом, таким вот образом. То есть двойную связь мы указываем уже 2 черточками. Стоит понять, что тут мы говорим о структурных формулах. И структурные формулы отличаются от молекулярных формул, которые показывают только, какие элементы и в каком соотношении входят в состав вещества. То есть показывают только качественный и количественный элементный состав, но не отображают порядок связывания этих атомов. Например, в случае бензола мы понимаем, что у нас имеется 6 углеродов и 6 водородов. В случае с бутаном, допустим, это у нас C4H10, мы понимаем, что у нас 4 углерода и 10 водорода. Но мы не знаем, соединены ли они в виде такой вот цепи, возможно, они как-то разветвляются, потому что также существует другое вещество с такой же формулой. Допустим, если я покажу, что это у нас вещество, которое имеет название изобутан. CH3. Мы видим, что и тут общее количество углеродов у нас 4, и водородов 10, но выглядит наш обыкновенный бутан и изобутан совсем по-разному. Таким образом, различие веществ обусловлено не только разным качественным и количественным элементным составом, но и разным химическим строением, которое можно отобразить лишь структурными формулами. И вот тут мы подходим к нашей следующему понятию, которое называется понятие изомерах. И в этом случае можем показать, что наш обычный бутан, давайте покажем его, которые оба имеют вот такую вот формулу, да, наш бутан и изобутан, они являются изомерами друг друга. И так, изомерия – это явление существования соединений, имеющих одинаковый качественный и количественный состав, но различные строения и, следовательно, разные свойства. Вот я говорил на примере нашего бутана, молекуле, которая содержит 4 атомов углерода и 10 атомов водорода, возможно существование 2 изомерных соединений. Первый называется у нас N-бутан, если уже быть точнее, а первое имеет название изобутан также. Говоря об этих 2 веществах и об их физических свойствах, можем, допустим, понять, что они отличаются, так как температура кипения для N-бутана является вот, минус 0,5 градусов Цельсия, а температура кипения для изобутана еще меньше, минус 1,5 градусов по Цельсию. И изомерия – это основная причина разнообразия многочисленности органических веществ. Говоря об изомерах, очень важно знать, что у нас имеется 2 типа изомерии. Это у нас структурная и пространственная. Пространственная изомерия также называется стереоизомерией. Структурные изомеры – это соединения одинакового качественного и количественного состава, которые отличаются порядком связывания атомов, то есть химическим строением. Следовательно, структурные изомеры имеют одну и ту же молекулярную формулу, но различные структурные формулы. Структурная изомерия также имеет свои подтипы.
И первый тип это у нас изомерия углеродного скелета. Это тот пример. И первый тип это изомерия углеродного скелета. Примеры этой изомерии мы разбирали ранее с бутаном и изобутаном. Второй тип это изомерия положения. В этом случае, допустим, можем рассмотреть пример функциональной группы с двойной связью, либо с функциональной группой OH, NH2, NO2 и так далее. Допустим, мы рассматривали пример также бутена ранее, да, где я показал вот такую вот формулу бутена. Но также ведь эта двойная связь может существовать и в другом месте. То есть, допустим, это может выглядеть вот таким вот образом. Тут также у нас имеется 4 углерода и такое же количество водородов, как и тут, 8, если бы точнее. Но положение этой двойной связи отличается, тем самым вот мы имеем структурный изомер между двумя бутенами. И еще один тип вот, структурной изомерии – это у нас межклассовая изомерия. То есть, другими словами, изомерия функциональных групп. В качестве примера мы можем рассмотреть два вещества, допустим, этанол или этиловый спирт, который будет иметь следующую формулу. Кроме того, у нас также имеется и другое вещество с такой же молекулярной формулой, то есть которое имеет также 2 углерода, 6 водорода и 1 кислород. И это вещество у нас имеет вот следующую структуру. Такую структуру называется диметиловый эфир. Вот, как мы понимаем, это у нас два разных класса, две разные функциональные группы. Это у нас эфир, это у нас спирт. Но в итоге молекулярные формулы у них одни и те же. С2H6O. Вот, и это у нас были наши структурные изомеры, подтипы структурной изомерии. Второй тип изомерии – это у нас пространственные изомерии. И пространственные изомеры или стереоизомеры при одинаковом составе и одинаковом химическом строении даже различаются пространственным расположением атомов в молекуле. И вот стереоизомерия тоже имеет два подтипа. Это у нас имеет, то есть, оптическая, может быть. В этом случае изомеры также называются зеркальными. Давайте сейчас просто чисто концептуально рассмотрим две молекулы вот, с углеродом посередине и 4 разными функциональными группами. Давайте не будем сейчас углубляться в какие-то функциональные группы, назовем их как А, Б, просто будет сразу Д тогда, и вот 4-я группа просто будет Е. Это сейчас чисто концептуально. Представим в этом случае то, что у нас D уходит немножко вперед, а E уходит назад. И его зеркальный или оптический изомер это будет вещество, в которое два, допустим, вот функциональные группы E и D будут иметь различное расположение. То есть в этом случае уже это будет выглядеть, допустим, вот таким вот образом. Допустим, если D будет вперед, а E также назад, но уже с другой стороны, то есть зеркальное отображение этой молекулы, то эти два вещества будут различаться в своих физических и даже химических свойствах. И эти два изомера друг другу называются зеркальными изомерами, либо оптическими изомерами. Тут важно понимать, что 4 функциональные группы А, Б, Д и Е в этих случаях, они должны быть различны от друг друга. То есть ни А, ни Б, ни Д, ни Е не должны повторяться.
только в этом случае возможно оптическое измерение. Если в случае того, что, допустим, вот в наших других всех примерах у нас вот тут имелся, допустим, углерод с 3 водородами, то есть одинаковыми функциональными группами, так скажем. В этом случае оптическое измерение невозможно. Так как мы не проходили более сложные вещества с более сложными комплексными функциональными группами. Поэтому тут мы рассматриваем именно концептуально, вот именно А, Б, 4 группы в виде вот именно буквенно А, Б, Д, Е. И второй подтип пространственной изомерии – это у нас геометрическая изомерия. Геометрическая изомерия существует именно для веществ, содержащие двойную связь. Допустим, вот рассмотрим как раз же пример вот этих самых бутенов. Давайте рассмотрим вот наши первые 2 бутен. Если говорить о геометрических изомерах, то по геометрической изомерии мы можем иметь 2 вида этого 2 бутена. Вот первый вид такой и такой. Мы видим то, что у нас наши углероды в этом случае лежат в 2 разных сторонах от двойной связи, а во втором случае они оба лежат на одной стороне. И тем самым они отличаются. Это случай у нас называется цис, а это транс. Также очень важно понимать, то, что это у нас влияет и на физические, и на химические свойства этих веществ. Как расположены эти 2 группы с 2 сторон от двойной связи. Что касается структурного изомера этого бутена 1 бутен, тут мы понимаем то, что у него вот тут находится водород, тут также 2 водорода. И мы понимаем то, что в любом расположении, в любом случае 2 водорода будут с одной стороны, то есть поменять даже эти 2 водорода местами. И поэтому стоит понимать то, что в этом случае геометрическое изомерие невозможно. И очень важно знать, как различаются изомерии между собой и внутри вот именно одного типа, так как это очень сильно, как я сказал ранее, влияет на физические и химические свойства наших органических веществ. На этом все.